Продолжительность отсюда 3 километра, вот так почти длиной Сайлык. Вот там канавяз был, потому что рядом контора была. Канавязи было. Таңқатып оған табылып атақ кешіп олақ аллағала қамсатылы қарағатын төліретүй дендер күйістірін алсанды шүбедірін қомғанлар алтала атыр бағанса жеге жекшемайаққа жеғі білбе күріштен кейерге тендер кәтті кәсінлер. Вот у вас масло от школы остаток, оклад, старый оклад мы видели. Вот этот курган. Я всегда, мое детство, я когда учился в этой 7-летней школе, жил в интернате, каждую весну я готовился к экзаменам под этим деревом, вот на этом кургане. Всегда в памяти, светлой памяти остался этот курган. Вот. Удивительно, почему тогда интернатчики, школьники, никто не приходил сюда читать уроки. Или тут, или вон там на горке, где очень много бывало, значит, подснежников. Я готовился. Видимо, лучше было, чем сидеть в школе, интернате, читать, готовиться к экзамену. Лучше здесь, тут и я отдыхал, тут немножко заснул, засыпал и учил уроки. В 1936 году построенная, очень светлая, крупными окнами школа была. Сейчас она 7-летка была, перевелась от Соли, где мы ночевали. Причиной тому явилось то, что здесь воды нет, питьевой. Питьевой воды. Вот аласные воды тогда. Еще маленькие были, эти озерцо потом появилось, это на Ласе. И вот туда в речке Солы подъехали. Это 1900 где-то 51 году. Новый первый дом был построен в Соле. Отсюда и несколько домов, наследный совет, школа, все перевелись туда. Ну вот, теперь этот алас, курган специфичный в Булгунях для якутской географии. Таких курганов вот, только в заречной части Лены есть, в Мегдо-Кангаласском, Чурапчинском районе, в Усалданском районе поблизости. Так? А в Белюйской группе районов таких курганов, таких аласов нет. Помню, когда я был еще учился студентом в Якутский госинститут, приезжала, большая была международная конференция по географии, по мерзлотоведению. И вот приезжали, смотрели вот наши деды, которые вот здесь рядом, около дома, мы проезжали, в Булгунях и вот это. Они очень и очень удивились, что такой географический ландшафт Якутии. Вот. Не зря было организовано, видимо, это. И эта экспедиция проезжала, я помню, я их видел, когда проезжали по дороге. Вот. И дальше в сторону Чурапчени поехали. Вот. Одним словом, вот этот алас, который сегодня вот сейчас мы посещаем, это история, значит, начального 7-летнего образования. И с одной стороны, образовательной стороны, ну и алас специфичный по своим географическим ландшафтам. Афанасий Васильевич Чугунов родился в селе Сола
Мегина Кангаласского улуса 26 января 1938 года. Поэтому ему в четверг в эту неделю исполняется 85 лет. Это очень интересная личность. В нем переплетаются это человек деревни, человек из Аласа, человек, который вырос из фермы. Это сын матери, сын доярки. Человек, прошедший с детства всю такую вот идеальную, можно сказать, не то что идеальную, а такое вот требование для человека, настоящего представителя народа Саха, да, это родиться в якутской юрте, пить молоко якутской коровы, с детства работать вместе с родителями на ферме, заготовки сена, выращивание молодняка, скота, везде участвовать, везде быть именно в колхозном строительстве тогдашнем. И все эти тогда и тяготы были, и радости были, и лишения были, и трудные годы детства, голодные годы, можно сказать. Все это прошел Афанасий Васильевич Чугунов. Вот я опять приехал на свою родину. Межахсинский наслег, местность Быгтах. Это летник. Раньше тут был, когда я был маленький, центральная ферма Сайлык, колхоза имени Димитрова. Так. Ну вот, знаменитая, по республике песчаная речка Сола. Сколько песен, сколько стихов, рассказов якутских писателей было посвящено об этой речке. Вот посмотрите, ни грамма болота. Каждый шаг, каждый 100 метров, каждый метр – это чистый песок. Вот Сайлык Быгтах. Тут большая ферма, мы жили с матерью, с колхозниками, доярками колхоза имени Димитрова, где больше, около 150 голов коров было. Тогда, когда я был маленький после войны, это якутский скот был. Ферма такая была, очень молочная, основная ферма. Но сейчас в связи с переходом, преобразованием жизни, все изменилось. Тут осталось несколько, 2-3 изба. В том числе моя родная изба, которая стоит. Вот. Это Сайлык знаменит тем, что это центральный Сайлык. Из этого Сайлыка защищать родину поехали 47 жителей, молодежи, парней из этих. Так, из них вернулись живыми менее половины. И то фронтовиками здесь на родине. Да, они умерли, и их кладбище вот отсюда, вот за этим лесом стоит. Времена меняются, нравы меняются.
Вот. Но молодежь, после военных лет мы крепко помним, свято чтим вот этот Сайлык. Доказательством того является вот изгородь, четырехрядная изгородь, который я преподавателем, будучи еще молодым преподавателем сельскохозяйственного факультета Якутского университета, строительным отрядом в течение 20 лет, 20 дней построили вот изгородь протяженности 5,5 километров. Сейчас проезжаем, посмотрели, какие памятники все-таки, значит, потомство, новые красивые памятники поставили около, значит, площади, где мы проводили высохи. Ежегодно посещаю этот Сайлык, самый большой, красивый Сайлык, пожалуй, по всему Мегдо-Кангаласскому району. Вот избушка, не юрта, а избушка, где построил ее мой дед. Ведь я думаю вот таким образом. Вообще в народе есть пословица такая. Чем ближе питьевая вода, лучше, чем многие близкие родственники. Философия ее состоит в том, что бедные якуты, бедный народ Саха, последующая молодежь довоенного, послевоенных лет, мы выросли все в таких Сайлыках и тёках. И чем становишься взрослее, старше, эта местность заброшенная географически, экономически, но не душевно, она становится еще дороже. Ведь, видимо, философия жизни, философия, ум, разум человеческий так и построен. В возрасте, особенно в глубоком возрасте, вспоминаешь всю дороговизну, ценность своей юности. Я и мое поколение молодежи Саха ничем не можем похвалиться. Похвалиться тем более богатством, счастливой жизнью, или культурой, или творчеством, искусством и так далее. Время было лимитировано тогда на широкому развитию личности. Но природа наша, наши родные места, вот где концентрировано, оказывается, с возрастом. Признаешь, это наша Родина. Это наши балаганы, этюхи, и вротища, и аласы, и долины. Вот где богатство.
тот человек, который забыл свою родину, да, своих предков, я считаю и много раз писал в своих произведениях, что это большое упущение в личной жизни этого человека. Посмотрите, вот мы сегодня приехали в маленькой делегации ученых. Таких делегаций я привел, это мой родной Сайлык, нескольких. В том числе Ксенофонт Дмитрий Шуткин был тут, восхищался этой местностью Сайлыка. Почему? Значит, взор человека, постороннего человека восхищает этот мой родной Сайлык. Тем, что вот восточная часть, где впервые в 1827 году, значит, была Мегенской, обоснована в Мегенском Лусе Степная дума. И этот участок до сих пор называется Думой. В этом Сайлыке спустя через 100 лет, в 1927 году, так, был организован большой усых особым названием Сардама, где, видимо, отмечали столетие, значит, обоснования Степной думы и, конечно, самым 5-летие якутской автономии. 9 улусов приезжали в моем Сайлыке, Заречных и Якутских округов. Этот последний человек, который умер, ходил в этом усыхе, это мой учитель Андрей Алексей Васильевич. В прошлом году я его похоронил в возрасте 99 лет. До этого, значит, я дружил, много ходил с ним, говорил, это Устах Избеков, знаменитый. Он тоже ходил в этом Сайлыке, очень маленьким мальчиком, в этом усыхе. Я всегда спрашивал у Устаха Избекова, почему именно в моем Сайлыке 9 наследников собрались, 9 улусов. Он не знал, просто говорил чисто якутским своим понятием тогдашним, что, мол, Сайлык большой, где можно гостей принимать многих, где лошадей оставлять на 2-3 дня, где пастись можно. И этим он объяснял. Но потом историческая действительность я установил, что то, что я говорил, это столетие городской думы, это 5-летие автономии. Вот. Теперь, что же Сайлык это? В этом Сайлыке с географической точки зрения, если сказать, вот протекает знаменитая речка, песчаная речка Сола. Начиная где-то вот в роче Шамги, начиная, впадает в великую реку Лену. Тут что? Это мой Сайлык имеет площадь порядка 200 с лишним гектаров. Когда я был маленьким школьником, я тут работал в школьные годы. Ну, и сено косил в ласах вокруг этой Сайлыка. Так, на пашне где-то с гектаров 72, я точно помню. Высевали тогда яровую пшеницу, ярицу. И я, значит, машиной, так, самоскид назывался тогда, на лошади, их собирал. В этом Сайлыке всю жизнь работала дояркой моя мать. Она похоронена вот рядом за мной, около Елгена. Так. Вот таким образом
возврат своему любимому месту, своей родине, вот, это для каждого человека целая история. Еще раз ежегодно все заново я что-то тут воспринимаю, что-то себе в течение зимы и думаю. Затем и учеба в высшем учебном заведении, и аспирантура очная, и работа в совхозе на различных должностях, и затем преподавание, защита кандидатской, докторской диссертации, быть заведующим кафедрой, быть доцентом, быть деканом факультета, быть профессором, быть член-корреспондентом, быть академиком Академии наук нашей республики и, конечно, ректором высшего учебного заведения, быть советником президента Академии наук и быть ученым, быть писателем, быть поэтом. И это все в одном лице Афанасия Васильевича Чугунова, наставником молодежи. И сегодня с его именем мы олицетворяем нашу аграрную науку, в которой центральное место, конечно, занимает наука, связанная с животноводством, так как республика наша недородобывающая и сельскохозяйственная, а в частности больше уклон на животноводство. И Афанасий Васильевич жизнь посвятил животноводству, именно племенному делу, выращиванию скота, выращиванию, какой скот нам надо, какую породу выращивать, как выращивать. И, конечно, много у него статей, работ по кормовой базе, по луговодству, как на своем опыте. Это он все нам подсказывает. И по экономике. Связующим является эта адаптация животных в наших экстремальных условиях. Как наставник наш, он много работает над воспитанием молодежи, особенно на своем примере, надо сказать. Это идеальный, можно сказать, человек, который подходит для человека села, ставшего интеллигенцией, ученым с большим именем уровня, можно сказать, даже международного уровня. Из них вот 3 избушки остались. Остальных все на дрова, на что все и потратили. Смотрите, какая зелень. Так. Тут почва песчаная, можно сказать, степная. Тут травы не так много, а вот внизу там косят. Вот, везде там пашня. Таким образом, вот изгород, который я построил, будучи с отрядом сельскохозяйственного факультета Якутского госуниверситета лет 30 назад. Это 5-километровой длиной. Вот. Таким образом, я сегодня обрадовался. Обрадовался, что все-таки починили изгородь. Можно здесь еще раз проводить цех. Я думаю, молодежь еще приедет. Вот, почти ежегодно тут бывают они. Хотя моего возраста остались очень и очень мало людей. Эта избушка, это наша
историческая действительность моего поколения. Они везде по нашей республике. И камельки вот до сих пор стоят. Особенности этой, значит, издания, вот смотрите, оно не наклонный, не балаган, а избушка такого, то есть культура, русская культура. Ну, культурой тут пахнет. Так? Вот, теперь, вот, смотрите углы какие. Тут я с матерью жил. Так. Вот здесь обзор такой. Отсюда мы вдвоем сидим, утром чай, значит, завтракаем и смотрим. Шоссе тогда проходило вот совсем близко 100 метров отсюда. Так. Какая машина? День одна-две машины только проезжали. Это для нас была это новость, для детей особенно. Так. И смотрим туда. Во сколько какой сенокосчик утром ушел на лаз сено косить. Сегодня в гости к какому семейству перешел гостить. Да? Все отсюда было. Это, как видите, тут высокая местность. И очень дед мой был очень умный человек. Почему-то не там построил свою избушку, а он рядом с своим Ильгеном, то есть озерцом. Тут совсем близко. 100 метров. А попробуйте туда ходить. Целый километр. Вот двумя руками они таскали, бедные женщины, воду, питьевую воду. И каждый раз заходили сюда чай пить, беседовать с моей матерью. С моей матерью. Вот такое воспоминание о моем Саилыке. Я сколько таскал этой воды. 2 ведра не могу, маленький был. Ну, и отдыхал и таскал. А представьте себе километр, вон туда таскал. Ну, где лесок видно. Все-таки семья воды пьет достаточно много. Там летом дети. Вот речка чистая, песчаная, вон туда бежит. Никогда не пили оттуда. Вот тоже, что же философия тут? Почему так? А это стоячая, а это текущая речка. Вот. Тут что-то старинным, что-то таким, видимо, пахнет. На своем примере, вот как быть гражданином, честным человеком, человеком, который живет трудом своим, творческим трудом, показывая пример, как заниматься наукой, как преподавать, как быть семьянином, как свою семью, как растить детей, как внуков. Вот сейчас ему исполняется скоро 85 лет, и мы очень радуемся тому, что Афанасий Васильевич с нами, рядом, советует нам и ведет по жизни, как надо правильно жить, работать, трудиться. И мы хотели бы Афанасию Васильевичу Чугунову, своему учителю, пожелать крепкого здоровья, прежде всего, и также продолжать заниматься наставничеством, заниматься наукой, писательством, радовать нас своей поэзией, оригинальной поэзией. А поэзия его – это его крылья, его душа летит, как бы, когда он занимается поэзией. Его стихи всегда такие вот
живые. И они всегда непосредственно касаются необходимой, жизненной, такой вот наполненностью, и человека могут очаровать, могут задуматься заставить, а могут и вдохновить на что-то. Поэтому Афанасий Васильевич умеет, он владеет именно тонкостью поэзии и может несколькими прямо строками дать очень большой объем содержания. Поэтому мы вот перед юбилеем, находясь, еще раз хотим крепкости духа Афанасию Васильевичу, чтобы также продолжать свое начатое дело в молодости и продолжать его ярко очень. Он сам человек очень красивый и очень одаренный, умный, сейчас мудрый. Все это в одном человеке, это как бы, можно сказать, даже такой вот стандарт, к которому надо стремиться якутскому мужчине. Это настоящий стандарт. Стандарт, конечно, интеллигенции. Не то что стандарт, а как бы золотой стандарт, к которому надо стремиться. Вот Афанасий Васильевич Чугунов. Наш дорогой, любимый, уважаемый учитель. Поэтому я желаю Афанасию Васильевичу еще раз крепкого здоровья и удачи. Я как-то отношу, как будто бедный жил, как будто босым худым ходил больным, но все равно, значит, любовь к своей родине, своим родным местам, это уже не, значит, диктуется твоим богатством, твоей бедностью. Тут действительно не порок. Кое-что кто-то в жизни, что-то понимающий, должен смысл вот таких народных слов, пословиц должен осмыслить. Вот так. Туда пришел на 2 часа, 3 часа, зарядился, и мне хватит этой зарядки до следующего июня. 1 год. Больше не могу терпеть. Обязательно возвращаюсь.